7 часов. Едем на набережную Феодосию. Попить кофейка или выпить лимонадика. Плюс 33 сегодня было, море плюс 24, тепло, лето, какое там, 31, 32, 34 день лета. Вот такие делишки. Сегодня в спортзал не ездил, сегодня весь день работа, дела, заботы, хлопоты. Только вот под вечер вырвался прокатиться километров так 40, ну может не 40, может 35. В общем, в Феодосию и назад. Спинейджа. Свернули на Эллинги и едем через Эллинги по горам Феодосию. Наш стандартный маршрут в Феодосию — это по горам. По трассе нечего ездить. Горной электричке. Хоть так и дольше, но лучше и без машин. И без машин, да. Эллинги проезжаем сейчас. Дала. Дала. О, машин тут капец. Нифига себе, тут у них народу отдыхает. Не знаю, мне здесь место вообще не нравится. Набережной нет. Пляжи такие узенькие. Чисто приехать жить прямо на берегу моря, ну без цивилизации, скажем так. У них тут один магазин есть, и, по-моему, все. Один продуктовый магазин, может какой-то аптечный пункт или что-нибудь такое, и все. А так, если на набережную, то надо только ехать в Орджоникидзе или в Феодосию. Ну хотя сейчас все на машинах. Сейчас, в принципе, да, что там, кому охота ездить, те сели и поехали. Что тут до Орджоникидзе 5 минут ехать на машине, ну 5-7, да. 5-7 минут где-то ехать.
Опять там поставали все. Ну да, блин. Сколько лет прошло, все о том же. Гудят провода, все того же ждут самолеты. Девочка глазами самого синего льда стоит под огнем пулемета. Должен же растаять кто-то, скоро свет. Выхода нет, ключ повернет и полетели. Нужно писать чью-то тетрадь, кровью как мясо полетели. Выхода нет. Кто-то там поднимается в горы. Что-то какая-то там звезда. Не звезда, а как что-то проскакивает. Что-то там проскакивает. Где-то. Непонятно. Где? Так я не пойму, это не в трансмиссии, а в этом, там внутри, в этой. Лишь бы мы проснулись в одной постели, скоро рассвет. Как его? Там, где стоит это, передача эта. Там, где стоит впереди передача, вот там что-то это трещит. Выхода нет. Выхода нет. Выход есть всегда. Что-то это спереди что-то. Фары забыл выключить. Сейчас фары выключим. Фары надо выключить. Так это, я не помню, что-то проскакивает. Там, где шатуны стоят, такой как раз и перескочило. Раз и перескочило что-то. Но оно не постоянно, но тем не менее я заметил фишку эту. Что это может быть пораскакивать. Без понятия. Без понятия. Так, фары сейчас выключим. Сейчас снять надо. Станем сейчас здесь. Опа. Тринадцать. Уже время поджимает.
Или надо ехать? Да, уже июль месяц. Капец. Месяц пролетел. Июль месяц сейчас. Грубо говоря, 2 месяца есть. Сентябрь уже, конечно, будет не такой жаркий. А там, кто его знает, как погода поменяется, не поменяется. Было такое, что и в сентябре жара стояла до конца. То было 30, то 25, то 28. Такая комфортная температура. А бывало такое, что с числа с 15 сентября уже все холодает, дожди, ветра уже начинаются. Но я помню, как какой-то год был, что мы ходили на море купаться и загорать в начале октября. Было градусов, 25 точно было, но оно вот именно было жарко. Вот где-то там мы ходили в этих числах, в начале октября, помню я. Тут за камни новые появились по моей дороге, где я заезжаю наверх. Это все джиптуры эти ездят как попало, носятся. Что камни во все стороны летят. Они ж медленно не могут, им же надо показать эффект, чтобы туристы, которые едут, чтобы они были в восторге, чтобы они потом еще раз захотели. А тут именно спускаться прикольно. Ну и подниматься прикольно, и спускаться. Но, наверное, кажется, спускаться веселее. Вот. Фух. Жарко. Вот даже поднялся сюда. Жарко. Солнышко там где-то из-за облаков. Что-то я часы свои забыл, блин, настроить. Расстояние 3 показывает. Блин, забыл. Вот тут сейчас высота 117 метров. Небольшая, всего лишь 117 метров. А там еще выше, там, по-моему, 250 или 260. Что-то вот такое. Вот такие дела. СМС. СМС. Белый песок. Ветер. Вот такой вид. Шикарный. Ла-ла-ла-ла-ла. По камням тут едешь. Одной рукой едешь, а второй снимаешь. Но это зато дорога мне нравится куда больше, чем просто ехать по асфальту. Если, конечно, у меня был велосипед обычный или там шоссейный, конечно, я бы сюда не поехал в жизни. Во-первых, я бы
не поднялся бы, а больше и шел пешком. Вот. А во-вторых, да, на таких дорогах только на таких велосипедах и надо ездить. На электрических, потому что они специально предназначены для подъемов в горы. В горы, в какие-нибудь там леса, где есть подъемы. Ну вот как раз для Крыма это самое вообще, самое то. Потому что в Крыму много подъемов, много всяких грунтовых дорог с подъемами. Особенно вот Алушта, Ялта. Там просто. Вот. Ну и здесь, да, на восточном берегу тоже много где есть подъемы. Тоже горы есть разные, где можно заезжать в горы на самый верх. Не катить, не тащить велосипед, а вот ехать. Тупо едешь. В этом кайф весь таких велосипедов. О. Я уже столько, конечно, объездил горных всяких мест, что просто в Ялте сколько мы. Вот где я особо еще не был, так это в Алуште. Вот там, да, я еще ничего практически не объездил. Ветки застряли тут у меня. А в районе Ялты мы столько объездили. Я сам и с товарищем там местным. Вот. Он мне показывал много всяких дорог прикольных в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Мы с ним там ездили, там, где ездить нельзя. И долго, года два мы с ним по разным местам ездили, никого не было, ни лесников, ни этих. Хотя везде стоят там, что типа нельзя, штраф, там все это. Ну а потом уже они начали ставить фото ловушки и уже начали вычислять. Если ты не успеешь куда-нибудь там вильнуть в сторону, чтобы им не попасться. Потому что у них же фотоловушка в одном месте срабатывает. Вот они до этого места доезжают. А потом уже все. След твой порастыл. Поэтому надо знать, как где, что, куда ехать. Как-то так. Но знаешь, не знаешь, а все равно два раза я на штраф попадался. Один раз на тропе и Огров, Узенбашская тропа такая есть. Вот, в районе Ялты на плато Айпетри. Заезжаешь с самого низа, с террасы в лес и погнал на плато Айпетри по лесу. Вот такая знаменитая тропа. Она и разрешенная для пешеходов по специальному пропуску на сайте там ихнем надо оформлять местным, по-моему, бесплатно, а туристам сколько-то там, не помню, сколько там сейчас. Вот там я один раз попался на лесников, а второй раз я попался на лесников
тоже на такой знаменитой тропе, называется Боткинская. Боткинская тропа. Вот я там тоже попался. И 2 раза у меня штраф был по 1500. Ну, на самом деле, сделали бы они лучше палатное. Ну, пускай не для мотоциклистов. Да, мотоциклисты ездят, шум, на бензине, воняют, загрязняют лес, природу, воздух, все это. А для велосипедистов, пешеходов сделайте платный, даже для местных. Там, ну, для пешеходов, может, пускай и бесплатно, а для велосипедистов вот сделайте там, чтобы там поехать на ту же Узенбарскую тропу, сделайте проезд там, даже те 1500. Мне как бы заплатить эти деньги вообще, я легко их заплачу и поеду и буду наслаждаться природой, красотой, а не чтоб меня всякие там ловили эти егеря, лесники. Заплачу я эти 1500 спокойно. И так, и спокойно буду ездить. Вот. Как вот в Красной Поляне. Ты же там с велосипедом просто так же не поднимешься на высоту 1000 метров, 1500, там 2. Ты садишься на этот подъемник. За подъемник ты должен заплатить там, ну там, по-моему, что-то в районе 1000 с чем-то рублей. Вот ты эти деньги платишь, все, сел и поднялся. Потом сверху спустился по всяким там тропам. Ну там, кстати, в Красной Поляне много троп для велосипедов. Так и здесь бы тоже сделали все, кто хочет, платит деньги и спокойно себе едет. Вообще без проблем. Я же, блин, говорю, что я бы заплатил и спокойно бы ехал. Так они такого не хотят делать. Они просто тупо запретили и все. Вот. Фотоловушка срабатывает, и они едут на 2 мотоциклах тебя искать. Вот. Ну как бы такое, блин. Сделайте палатно и все. Даже если кого-то поймаете, ну им все равно ж надо выезжать, да. Ну вот выехали, поймали, я такой, у меня вот пропуск, я типа заплатил. Ну и все, нормально, едь. Ну, в общем, так как-то там, да. А вот в Алуште там такого нету, там много всяких спусков, подъемов через леса. Это только в Ялте там такая движуха. Вот. А вот мы и наверху, 250 метров. Ну да. Кантарет. 15:27 уже. А, сейчас погоним. Эй, мамбо. Эй, мамбо. Мамбо Италио. Эй, мамбо. Вау. Блин, забыл переключиться. О! Заехал. Нифига себе. Думал, что не заеду. Заехал. Эй, мамбо. Мамбо Италио. Go love it.
Контарит. 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 Сегодня хотел успеть на звездопад воспоминаний. Ну, блин, выехал опять поздновато. Наверное, не успеем на звездопадик наш воспоминаний. Надо выезжать. Я всем почти выезжаю, а надо выезжать 6:30, чтобы полчаса вот эти как раз были в запасе. А так получается, пока я поднимаюсь, пока спускаюсь, доезжаю, уже проходит время, блин. Фу. Так, сейчас будет спуск в Феодосию. Спуск в Феодосию. О, что там у меня застегнуто нормально. Ну да. Нормально застегнуто все. И тут тоже. Ну все. Поехали. Дороги, дороги, наши любимые дороги. Камера вниз, блин, направила. Сейчас не поправлю никак, потому что спуск идет на 2 тормоза. Вот бывает такое, что прям сильно она в пол наклоняется и все. И ничего не можно сделать, пока не будет более-менее дорога ровная. Вот мое место любимое. О, с таким вот видом. Погнали. Фух. Вау. Вау. Щебенка такая, блин, тут камней крупных. Пока спустишься. Тут я чуть подчистил себе спуск в этом месте. Сейчас посмотрим, как мы сейчас тут спустимся нормально. Ну да.
Нормалек. 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 О, да, камушки поподбирал. О, тихо, тихо, тихо. О, есть. Поскочили. Ветки торчат. Опа. Сегодня передавали дождь, но он перенесся на позднюю ночь. Там что-то после 12, что ли, должен пойти дождь. А я сегодня, блин, камень такой, поливал сегодня в саду. Думаю, так, дождь такой пойдет, что оно с такой жарой все высохнет моментально. Да, сейчас при такой жаре 33-35 высыхает просто. День и все, и уже поливать надо заново. Ну, может, день, два максимум. И все. Сушит капитально все. Ну что, едем на набережную пить кофеек или мохито или чего-нибудь такого интересного. А вот эти с собаками идут с ошейниками. Так, если без ошейников были, конечно. Но тут вообще, да, надо столько ходить с ошейниками. По-другому здесь никак. Потому что столько народу. Нифига себе, блин. Только с ошейниками надо ходить по-любому. Этот куда едет на машине? Прямо или куда поворачивает таксист? На красной машине таксист. Это что за собачка идет? Слышно меня тогда, что я еду на этом это тарахтит. Девочки, припевочки. Девочки, припевочки. Девочки, припевочки.
едет на набережную. На мопеде. На мопеде на набережную. Понять едет здесь на набережной. Рига. Надо здесь вот ехать с краю. Ударь мячом за 100 рублей. Ударь еще раз за 100 рублей. И потом получи еще 100 рублей. Ну, в общем, такой разводняк, да. 100 рублей раз, 100 рублей два, 100 рублей три. Потом еще. И так ты ничего не выиграешь. Как-то так. В общем, будешь бить, и так и ничего не выиграешь. Так, это что за стол? Что-то будет разлаживаться. Фу. 20 можно по набережной ехать. 20. Но на мопеде, конечно, на набережной ездить вонючим. Как бы такое себе дело. На велосипеде, да, а на мопеде, мопед это не для набережной. Поставь его там и иди пешком. Нет, он прется, блин, на набережную. Набережная только для велосипедистов, а не для мопедистов и велосипедистов. Ой, говорю, мопедистов и всяких мотоциклистов. Набережная только для самокатчиков и велосипедистов. Ой. Так, что мы возьмем сегодня? Здрасте. Здрасте. Так, что бы взять? Давайте к... А? Это что? Апельсин, сироп апероль и либо на тонике, либо на спрайте. А это вот этот, да? Ага. Апельсин, да? Сироп апероль, да, и... И что, он вкуснее, чем клубничный? Да? Сладкий или кисловатый? Можно сделать горьковатый, если на тонике. Ну, а слегка. не, на тонике не, лучше на вот этом, спрайте. на спрайте, да? На спрайте будет с кислинкой, да? Сладенький с небольшой кислинкой. Ну, давайте попробуем апероль. Так, ну что, выезжаем с набережной. И направляемся в сторону Коктебеля. С собаками гуляют.
Блин, не успею проскочить. Прям вечер, все с детьми, с колясками и так далее. Да, пока выберешься отсюда, еще там машка всякая летает. Ла-ла-ла-ла, зелененький цвет загорелся, зелененький свет. Давай, чувак, проезжай. Синего льда. Так, ну тут сейчас постоим. Скоро рассвет, выхода нет. Там он закат. Блин, поехали в машине все. А вот за вот это можно сейчас рвануть. Сейчас только уже освещение надо включать. Сейчас встанем, включим здесь хотя бы передний свет. Сейчас там дальше включим свет помощнее, чуток. Выхода нет, выход есть всегда.
с Феодосии на челноки. 8:30 уже. Время. Выхода нет, выход есть всегда. Выхода нет, выход есть всегда. О, закатик он там. Красивый закатик. Мы сейчас станем где-нибудь здесь. Выход есть всегда. Опа. Так. Сразу включаем свет. Нормальный. И очки одеваем сразу. Нормальные вечерние. И поедем. Сегодня у нас звездопад воспоминаний. Не успели. Ну ладно. В следующий раз успеем. Как-нибудь в следующий раз, да. Успеем. Давай, чувак, быстрей. Давай, 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 газуй, 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 газуй. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сейчас станем здесь, чтобы никому не мешать. Никого нету? Нету. Поехали. Погнали, городские. Фу, полив. Тетя перед домом поливает, прям как я сегодня. Только я не перед домом, а в саду. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Погнали, погнали, погнали. Погнали, погнали, погнали. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Фу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Объезжают, молодцы. Чуть в сторону так объезжают. Не все, но объезжают. Да, там на обгон на 9-ке пошел. Вот этот чувак на подъеме. На обгон. А нам некого обгонять. Велосипедистов никого нету. Один я еду. Сейчас был бы какой-нибудь бы велосипедист. Можно было притопить было на подъеме. Сделать его. А так никого нету, да. Ну ладно, это такое. Обгоны эти. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. 25 идем. Фу.
Лейла. Байла. Балама Лейла. О, он какой-то едет, велосипедист. Прикольно.